скажу, родить примерно 2,1 примерно, или 1,1 в зависимости от страны, чтобы население было примерно на одном уровне, не менялось. То есть жена рожает за себя одного человека и за мужа одного человека. И когда муж и жена там умирают по старости, вот двое детей остаются, население не меняется. Но поскольку там есть еще детская смертность, есть еще бездетные, то нужно еще чуть-чуть добавить, так сказать, вот, чтобы было полное воспроизводство населения. В Японии его нет. Вот. И правительство здесь пытается всеми возможными способами стимулировать рождаемость, вот, но никак не получается. Не потому что как-то плохая страна, просто людям здесь удобно, не спешат с детьми, потому что это меняет как бы всю философию бытия, вот, поэтому как-то не спешат. Сейчас из-за старения населения и сокращения молодежи все больше спрос на трудовые ресурсы. Тут спрашивали, почему так много иностранцев в магазинах работают. Это вот часть той программы просто. Но в любом случае Япония серьезно проигрывает Китаю, где стоимость производства намного меньше, чем в Японии. И поэтому даже сами японские компании стремятся отстраиваться, строить там свои заводы в Китае, чтобы дешевле что-то произвести. Япония пытается построить экономику по принципу компании Apple. Вы, наверное, знаете, что у компании Apple нет своих заводов, которые там производят iPhone и так далее. Все это идет под заказ. То есть заводы принадлежат другим, и компания Apple проектирует телефон и заказывает его производство другим. И складывается забавная ситуация, когда компания, которая сама физически не производит эти телефоны, часы и все остальное, зарабатывает 90% прибыли, эти научные открытия, и концентрировать свои усилия на именно науке. Например, государство прекратило субсидировать гуманитарные вузы. Вот. Теперь субсидии государства могут получать только вузы, проводящие обучение по естественным наукам, физика, математика и так далее. У государства нет много денег, а то, что есть, хотят направить на то, что будет действительно толкать науку, а не то, что изучают, а что сказал 300 лет назад такой-то писатель или какой-то философ, и что он имел в виду. Вот, вот на это сейчас перенаправляется Япония. Был вопрос по поводу мафии здесь. Мафия – это самая несчастная часть населения в Японии. Вот, когда-то 20-30, даже не 20, а 40-50 лет назад они были значимой частью и с ними мирились. Но когда государство становится беднее и люди начинают считать деньги, платить, президент компании говорит: ребятки, да с удовольствием. Вот, ну как я деньги буду выводить, вам отдавать? У меня же налоговая инспекция, они же все это видят. И они вместе садятся и думают, как эти деньги выводить. И вот в одной компании там было придумано, что подписывается на специальную газету. Назовем ее там образно «Философские чтения». Вот, и стоимость подписки стоит $50 тысяч в месяц. Это большая компания была. Вот. И президент компании был так, просто способ выведения денег, и следующий президент подает в суд на предыдущего президента, что он разбазарил деньги компании. Вот, и так это происходит. Вот, и путей вывода денег становится все меньше и меньше, и бандиганов становится все хуже и хуже. Вот, и здесь